Разноцветные броши, серьги, кулоны, браслеты и даже вот такие клипсы. Увидев все эти украшения на витринах магазинов, наверное, каждый задумывался о том, сколько труда вложено в изготовление этих изделий. Зарема Гадабошева развеивает этот миф, наглядно показывая ученикам художественной школы и нам: красиво не всегда означает сложно. Так, я его кладу сюда, можно в центр, вот так. И беру нашу смолу и буду сейчас делать заливку. Но вначале, я когда начинала свою работу, у меня, конечно, все выливалось. Но сейчас у меня есть уже практика, и уже с каждым разом получается лучше. Все эти украшения она изготавливает из эпоксидной смолы. Материал едкий, может запросто навредить при попадании на кожу, поэтому действует аккуратно. Свои изделия она выкладывает в социальных сетях. Восторженные комментарии подписчиков – высшая награда для Заремы. Своих учениц она учит изготавливать и красивые футляры для украшений. Вроде все ровно. И то же самое. Раз, два. И все. Упаковка готова. Вот так получается. Выпускница Ростовской государственной академии архитектуры и искусств нашла в этой школе юных единомышленников. Здесь же она преподает и рисование. Кстати, одна из ее учениц, Алия Видзижева, выставила здесь свои картины. Увидеть прекрасное в простом, перенести это на холст, да так, чтобы на картине отчетливо передавалась задумка автора, может только искусный художник. К этому она и стремится. Я пробовала разные техники рисования, разные краски. Допустим, вот эта работа нарисована маслом. Это моя последняя работа. Это является абстракцией, то есть не что-то такое точное. Обычно ее используют для интерьера, в доме повесить, чтобы. Вот эта картина нарисована акрилом. Это быстро сохнущая очень краска, и поэтому ей нужно очень быстро рисовать, чтобы успеть. Вот эта работа, допустим, нарисована акварелью. Это краска на водной основе, она как водичка рисуется. Самая сложная твоя работа? Самое сложное, наверное, вот это. Потому что я ее рисовала где-то около 1 учебного года. Обидеть художника может каждый, а вот взглянуть на мир его глазами мало кто решается, признается девушка. Отсюда и волнение. Вспоминает, поначалу ей все давалось непросто, рисовала карандашом. На вопрос, откуда берет вдохновение, отвечает: Иногда бывает, что ты сам от себя, иногда ты можешь увидеть где-то картинку, можно перерисовать и точь в точь, но также и добавить что-то свое в этот рисунок. Не мешают занятия здесь, основной твоей учебе в школе? Нет, абсолютно не мешают. Выставка картин и мастер-класс своего преподавателя по изготовлению украшений вдохновила и Зарему Амаханову. Художественную школу она посещает уже год. Азам рисования научилась, но выставлять свои произведения еще рано, признает девушка. Понравились ей и эти изделия. Я люблю рисовать с детства. Вот именно рисование было моим хобби всегда. И один день я решила пойти заниматься этим профессионально. И вот я попала в эту художественную школу. Меня научили делать всякие пейзажи, портреты, правильно поставлять объекты, предметы. Ну а для этих совсем еще юных художников выставка картин как уровень, к которому можно прийти, занимаясь любимым делом, оттачивая мастерство рисования. Адам Мережков, Акрамат Дасхоев. Новости 24.